придерживаться этих принципов. Сегодня вопросы, значит, у нас есть регламент, у нас будут выступающие, то есть я представлю сейчас выступающих. Мы построим работу следующим образом. Сначала у нас выступает конкретный, значит, специалист, вы его выслушиваете в течение там 10-15 минут, не больше. Затем будет возможность вам задать вопросы, вопросы-ответы тоже для этого времени отведено определенное. Затем переходим к выступлению другого специалиста, вы тоже его выслушаете, задаете вопросы. Вот таким образом. Прошу, пожалуйста, придерживаться регламента и вопросы задавать только тогда, когда я скажу, как по регламенту предусмотрено. Я хочу представить сегодня наших участников мероприятия. У нас принимает участие Никитина Людмила Николаевна, консультант государственного жилищного инспектора Чувашской Республики. Далее, значит, в нашем мероприятии принимает участие Леонтьев Дмитрий Владимирович, это прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской Республики. Также у нас сегодня принимает участие в мероприятии Аникина Ирина Борисовна, консультант государственного жилищного инспектора Чувашской Республики. Также у нас принимает участие в мероприятии Дмитриева Ольга Владимировна, начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. И представитель этой же службы Игнатьева Надежда Михайловна, начальник отдела регулирования тарифов на тепловую энергию. Также у нас запланировано, конечно, участие и представителей фонда капитального ремонта, но они пока не подошли. Вроде как было заявлено, что генеральный директор некоммерческой организации Республиканский фонд капитального ремонта будет здесь участвовать. Епифанова Олимпиада Ивановна, но ее пока нету. Вот. Также был приглашен другой представитель Минстроя Чувашии, Кириллов Андрей Владимирович, его тоже пока нету, консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. У нас также принимает участие руководитель аппарата Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России Кузьмин Михаил Александрович. Он тоже несколько слов скажет о деятельности своей организации, которая тоже направлена в том числе и на оказание бесплатной юридической помощи, и на правовое просвещение населения. Не зачитаю вам программу мероприятия. Значит, Никитина Людмила Николаевна предполагает, что она выступит на тему «Порядок определения платы за жилищно-коммунальные услуги». Леонтьев Дмитрий Владимирович, прокурор отдела прокуратуры Чувашской Республики, «Соблюдение порядка ценообразования при начислении платы за жилье и коммунальные услуги». Аникина Ирина Борисовна, главный консультант государственного жилищного инспектора Чувашской Республики, вопросы содержания и ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов. Далее выступит у нас с докладом Дмитриева Ольга Владимировна, начальник отдела Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, у тарифов на коммунальных услуги на 2015 год. И также планируется, если подойдут, выступление представителей фонда капитального ремонта по поводу взносов на капитальный ремонт. Сейчас я предоставляю слово Кузьмину Михаилу Александровичу. Нет, пока нет. Вопросы будем задавать тогда, когда по регламенту вопросы будут. У вас какие есть предложения по этому вопросу? Законодательной базы. Для населения, пенсионеров, она, поскольку они ее не воспримут абсолютно. Сразу перейти к вопросу. То есть вы хотите, чтобы мы ничего не говорили, только отвечали на ваши вопросы? То есть вы предлагаете таким образом построить работу? Все согласны? Все знают нормы закона? Вот не все руки подняли. Так, давайте так. Мы постараемся сократить выступление докладчиков буквально до 5 минут. Да, чтобы вы не устали слушать.
а потом перейдем сразу к вопросам-ответам. То есть, чтобы вам побольше оставалось время на вопрос-ответы. Договорились? Все, хорошо. Тогда я предоставлю слово буквально 2 минуты Михаилу Александровичу Кузьмину, руководителю Ассоциации юристов России, нашего регионального отделения. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, уважаемые. Спасибо. Я тогда начинаю мероприятие. Передаю слово Никитиной Людмиле Николаевне, консультанту государственного жилищного инспектора Чувашской Республики. Еще раз называю тему. Порядок определения платы за жилищно-коммунальные услуги. Пожалуйста. Здравствуйте. Плата за жилищно-коммунальные услуги.
площади, занимаемого принадлежащего каждому потребителю жилого помещения. Отрицательная разница возвращается жильцам, только жильцам, собственникам нежилых помещений не возвращается, пропорционально количеству проживающих граждан в жилых помещениях. Плата. По горячему водоснабжению, вы знаете, плата начисляется, исходя из двухкомпонентных тарифов. Почему? Подробнее вам... Более подробно об этом Да. предоставим службе по тарифам вопросы. Если есть вопросы, мы ответим на этот вопрос. Она же отменили, прокуратура отменила. Нет, не отменили. А вот Они какие? действуют. Мы дадим ответ на этот вопрос, мы вас поняли. Кто говорит? Вам В феврале 2015 года в правила предоставления коммунальных услуг внесены соответствующие изменения, которые предусматривают, которые устанавливают порядок начисления платы за горячее водоснабжение, исходя из двухкомпонентного тарифа. За компонент на теплоноситель в открытой системе или компонент за холодную воду в закрытой системе горячего водоснабжения. И вторая составляющая – это компонент на тепловую энергию, которая была израсходована на подогрев. Вот это русским языком объясните, пожалуйста, как? Тут не понимаю, что такое. Для нужд горячего водоснабжения. Следующая плата за отопление. Плата за отопление, порядок платы зависит от того, оборудован дом общедомовым прибором учета тепловой энергии или нет. Если дом не оборудован общедомовым прибором учета и индивидуальным прибором учета, плата за отопление начисляется, исходя из норматива потребления коммунальной услуги на отопление. В свою очередь, нормативы потребления коммунальной услуги на отопление утверждены Кабинетом министров Чувашской Республики в зависимости от года постройки многоквартирного дома. Как показывает анализ, норматив потребления в домах до 1999 года постройки выше, чем в домах, которые построены после 1999 года. В домах, которые оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии, но не все жилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, плата за отопление начисляется только исходя из показаний общедомового прибора учета. То есть объем потребления тепловой энергии за расчетный период по показаниям общедомового прибора учета распределяется на всех потребителей пропорционально площади жилых и нежилых помещений. В случае, если дом оборудован общедомовым прибором учета, а также все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета, плата за отопление состоит из двух частей. Первое – это плата за потребленную тепловую энергию в жилом помещении по показаниям своего индивидуального счетчика, плюс плата за объем тепловой энергии, предоставленной на общедомовые нужды, приходящиеся на жилое помещение, которое определяется как разница между общедомовым потреблением тепловой энергии по показаниям общедомового счетчика и суммарным потреблением тепловой энергии на отопление по показаниям всех индивидуальных приборов учета. И вот эта разница распределяется пропорционально площади жилых помещений на всех потребителей. И еще, если потребители своевременно не предоставляют показания индивидуальных приборов учета, первые 6 месяцев плата за коммунальную услугу начисляется исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса за предыдущие месяцы, за предыдущие не менее 6 месяцев. Если истек срок поверки индивидуальных приборов учета, то первые 3 месяца начисляется по среднему потреблению, а с 4-го месяца начисляется уже по нормативу с применением повышающего коэффициента. Вы, наверное, знаете, да, что с января 2015 года при отсутствии индивидуальных приборов учета плата начисляется по нормативам с применением повышающего коэффициента. В первом полугодии 2015 года это 10%, да, коэффициент 1,1, а с 1 июля это коэффициент 1,2, то есть на 20% повышается. Что хотела сказать? Спасибо. Сейчас просто мы как построим. Сейчас у нас работник прокуратуры дополнит ее выступление, перейдет примеры, и дальше вопрос-ответ уже конкретно именно по этой тематике.
Пожалуйста, Дмитрий Владимирович Леонтьев. По вопросам ценообразования. По вопросам ценообразования при начислении платы за жилье и коммунальные услуги. Добрый день, уважаемые присутствующие. Я хотел дополнить речь предыдущего докладчика по вопросам ценообразования. У нас, как известно, поступает огромное количество обращений, и исходя из этих обращений, из их существа, я хотел наиболее такие типичные примеры привести как нарушений системы управляющих компаний, так и мер, принятых нами по защите прав граждан. Для того, чтобы в каждой ситуации, каждый, наверное, с чем-то пришел, кто-то нашел что-то для себя, может быть. У нас плата за жилищно-коммунальные услуги, соответственно, действуют жилищные и коммунальные услуги. Вот и в этих обоих направлениях мы работаем. Жилищные услуги, как известно, устанавливаются, эта плата за содержание и текущий ремонт на основании решений собственников. С чем мы сталкиваемся на практике больше всего? Это с тем, что управляющие компании имеют такую особенность, как им затруднительно собрать решение собственников по какому-то вопросу, по вопросу увеличения платы за содержание и текущий ремонт. И они применяют фальсификации. То есть, откровенно говоря, берут, подделывают подписи жильцов дома, и за счет этого увеличивается плата за содержание и текущий ремонт, который последовательно применяется. Жилищным законодательством предусмотрено только судебное обжалование, возможность судебного обжалования принятых собственниками решений. То есть вопрос защиты прав граждан затрудняется именно тем, что необходимо в каждом случае обращаться в суд. Мы такой практикой обладаем, но здесь вопрос в том, что в суд мы можем обращаться только в интересах определенных категорий граждан, социально защищенных категорий граждан, которые сами по тем или иным причинам не могут обратиться в суд. Были примеры у нас вот по Канашу, там буквально 300 домов почти по всем, в один день, там буквально в течение какого-то времени, все собственники неожиданно повысили тарифы, разные платы содержания текущего ремонта на 2-3 рубля. Мы, где смогли, там меры приняли, всего было 16 судебных решений, в том числе, которые по инициативе собственников сами обжаловали, о признании таких протоколов незаконными. Их признали незаконными, и, соответственно, управляющая компания обязана была провести перерасчет и начислять платы, исходя из того размера, который был до этого. Управляющая компания, там 4 управляющие компании по отечественным дома было. Этого не сделали, на каждого директора мы возбудили административные дела, каждого руководителя организации привлекли к ответственности в виде 50 тысяч рублей штрафа. То есть вот в плане жилищных услуг мы через суд добиваемся защиты прав граждан и устранения нарушений. Хотелось бы тут отметить, у нас вот в производстве встречаются обращения, когда люди жалуются на то, что фальсификация была в общем собрании собственников, однако было решение суда, вот решение судов о том, что собрание признано законным. Здесь мы, к сожалению, сделать ничего не можем. Суд, как известно, он последняя инстанция для нас. Мы обойти решение суда тоже не можем. Поэтому мы людям отвечаем, что решение суда состоялось. И, к сожалению, вот, или в части, допустим, если в пользу жильцов, там уже прокурорского вмешательства не требуется. Вот буквально сегодня состоялось решение коллегии, заседание коллегии. На нем было по ЖКХ, по Батальфруке, на нем был озвучен такой вопрос, что фальсификация решения общества собраний собственников, оно после длительной консультации у нас с профильными отделами принято решение о том, что все-таки это образует состав уголовно наказуемого деяния, предусмотрено в соответствии 327 части 1, то есть у нас попробовали внедрить практику признания того, что протокол – это официальный документ. И поэтому у нас вот в Марпасадском районе сейчас первое дело возбудили по фальсификации решения по собранию. В общем, работа идет, и на данном направлении, если так пойдет и дальше, если суды будут признавать, что это, возможно, правомерными, то что будут привлекаться к ответственности люди, соответственно, можно будет полностью искоренить такие факты, как фальсификация решений собственников. Это по вопросу жилищных услуг. Сейчас хотелось бы еще затронуть вкратце по начислению за коммунальные услуги. Здесь мы тоже проводим определенную работу. Как известно, вот по горячей воде недавно, я из последней практики привожу примеры, на квартирном доме номер 9 по юго-западному бульвару города Чебоксары. За 9-10 года мы посмотрели там, то есть по последним там ничего такого не было, там все было хорошо, а вот за предыдущие года, 9-10, выявился такой факт, что когда приборов учета в доме нет, вот по 37 старым правилам, приборов учета в доме нет.
значит, начисление должно происходить по нормативу, если отсутствует индивидуальный прибор учета. Но если он есть индивидуальный, а общедомового нет, то по индивидуальным приборам учета. Так управляющая компания делала. Ресурсоснабжающая организация ей предъявляла по всем квартирам по нормативам. И при этом решения судов, арбитражных судов по взысканию этой задолженности, они признавали это законным. Но нельзя признать законным начисление, исходя из нормативов всех собственников, когда есть прибор учета индивидуальный. И то есть они вот эту разницу, которая сложилась между тем, что выставила ресурсоснабжающая организация управляющей компании, это вертикаль, компания была, и тем, что вертикаль выставил жильцам, они все на жильцов положили на основании этого решения суда. Мы это признаем незаконными, там сумма порядка 115 тысяч рублей по одному дому была, поэтому внесли представление, и сейчас представление, насколько я знаю, не рассмотрено, но в любом случае будут приняты дальнейшие меры, то есть если они пытаются отклонить, будем через суд добиваться того, чтобы жильцам дома проведен был перерасчет. Непонятно, о чем он говорит. Ну, вкратце все сказал. Это будут убытки управляющих. Вопросы и ответы будут, подождите, Да, для все правильно, слушателей. убытки управляющей компании принимают все риски, по сути, поэтому нельзя их класть на плечи жильцов. Когда жильцам- Банкротиться они будут тогда, и все. Ну, а что мы А смысл? Нам жильцов, права жильцов не отвечать, если вы хотите сказать. Ну, они без управляющей компании останутся. Ну, Так, согласен. Мы в жильцов работаем. У нас первый шаг на жильцов. Их там, знаете, Давайте дальше расскажу. сколько? Вот. Они мне еще беспокоят. Была такая ситуация, в прошлом году освещал СМИ ООО «Новоюжный». То есть мы посмотрели, общество сделало за 2013 год корректировку платы за отопление, и жильцам было начислили там кругленькую сумму. Мы посмотрели не только 2013 год, посмотрели предыдущие годы, и выяснилось, что за 2012 год корректировка не проводилась, хотя жильцам всех домов вот этой ООО «Новоюжной» должны были возвратить 5 миллионов рублей общая сумма. То есть представляете, какая разница. Мы инициировали процессуальную проверку, внесли представление, там по нашему представлению весь перерасчет произвели. Не происходит. Сейчас корректировки нету. Сейчас корректировки нет. У нас, поскольку теперь мы платим уже по факту, вы знаете, да? Это имеется в виду, что могут быть такие дома, когда за прошлые годы до сих пор корректировка не проводила управляющая компания. Я хочу отметить, что вот это по Новоюжному, там не по всем домам должны были вернуть. Там, я говорю, в совокупности по всем домам 5 миллионов было. Но там где-то, допустим, 10 тысяч, где-то 200 тысяч, где-то, наоборот, жильцы должны были давать. Нельзя под одну гребенку всех класть. Надо в конкретной ситуации смотреть. Значит, вот какие еще вопросы возникают у нас в практике? Это вот рост потребления коммунальных услуг, вода, электричество и так далее на ОДН. То есть, и вообще, в принципе, рост потребления на отопление даже тоже. Мы посмотрели, проводим анализ, в связи с чем это, что, как связано. И зачастую выявляются такие факты, как вот основными причинами это является то, что по отоплению это, во-первых, перетоп, само собой. По остальным коммунальным услугам это, как известно, собственники должны представить показания приборов учета. Представляют не все, его представляют в заниженном размере. Что здесь надо делать? Здесь надо проверять достоверность этих показаний. Но мы встречаем такие случаи, как управляющая компания выйдет, проверит, допустим, вот сколько там, 60-70% квартир, куда доступ был обеспечен. А дальше у них есть механизм, который позволяет им обеспечить проверку достоверности приборов учета во всех квартирах. Но они это не используют, здесь требования, конечно, не применяют. И, соответственно, какие-то квартиры остаются без проверок. И получается, то потребление, которое по факту превысило их сведения, то, что жильцы дома представляют, жильцы вот эти, которые ставят заниженные показания, оно ложится на остальных жильцов, составит план задания. Отсюда происходит и рост. Поэтому мы вносим представления, у нас были такие представления по Хивешке 31А, УК «Инженер», были представления по микрорайону Восточный, МД в городе Канаша, там 20-90 квартир не проверяют, как достоверность приборов учета не проводилось. То есть, это достаточно часто мы принимаем меры, главное вот этот анализ, его проводить. Плюс еще одной из причин такой существенной роста потребления за коммунальные услуги является то, что в квартирах не устанавливаются приборы учета. То есть, или прибор учета сроки поверхности степни, допустим, по электричеству. И сроки степни жильцам составляют по нормативу, в квартире проживает один человек, квартира трехкомнатная, а по факту проживает, допустим, человек 4-5. Соответственно, потребление у них больше, и разница в потреблении между тем, что они платят по нормативу, и тем, что они фактически потребляют, она опять-таки ложится на плечи жильцов, составляет плату за ОДН. Здесь тоже необходимо принимать меры. В первую очередь, здесь обязанность лежит на ресурсоснабжающих организациях по оснащению домов, помещений в домах, приборами учета коммунальных ресурсов. То есть мы, конкретно, допустим, у нас было по тому же дому 31А, Хивешка, «Инженер»,
Мы направим информацию о том, что необходимо скорректировать эту работу. У нас такая работа проводилась с текстильщиком. Недавно от представителей текстильщика в нашей компании поступили сведения, что ресурсники уклоняются от этих обязательств. Мы, соответственно, подготовили полный перечень документов, то есть с указанием квартир, со всем, где не установлены прочее, либо где они требуют замены в связи с течением срока поездки. Направили в снабжающую организацию. Это буквально было вот то ли в начале месяца, то ли в конце прошлого месяца. Соответственно, работа здесь поставлена на контроль, и если там по электроэнергетике это не ресурсная большая организация, это сетевая организация, коммунальные технологии. Если они не будут принимать никакие меры, то могут, соответственно, применять меры административного воздействия такой организации в случае уклонения. То есть в каждой конкретной ситуации надо смотреть, чем это обусловлено, в связи с чем такие значения платежей за коммунальные услуги на общедомовые нужды, и проводить проверку, соответственно, результаты, я думаю, будут. Сухой статистику вас загружать не буду. Вот, наверное, основное, что хотел сказать. Еще бы вот по двухкомпонентным тарифам, наверное, хотелось немножко добавить. Как вы знаете, у нас проблема здесь правового регулирования. Двухкомпонентные тарифы у нас установили, а как применять их, постановление правительства изменения не внесли. Приходится здесь органам власти Чувашской республики работать вслепую, стараться как-то устранить этот пробел правового регулирования, в том числе посредством судебной практики. Мы сами пытались это делать через суды, мы обращались в суд, это было по Афанасьева 9 по дому, еще по одному дому в Новоюжном районе. Значит, обращались в суд, чтобы признать незаконными вот эти действия. Есть, как вы знаете, решение правительственной комиссии, там установлен тариф 99,46, да, ну, там, соответственно, потом повышение. Есть КТ, коммунальные технологии, ТГК-5, ресурсно-снабжающие организации. Они горячую воду, исходя из двухкомпонентных тарифов, рассчитывают ежемесячно по каждому дому, исходя из объема тепловой энергии или подогрева горячей воды. То есть получается такая нестыковка. Мы обобщили практику, которая была, в принципе, в других регионах, это была в нашей практике. Вот у нас есть спор между КТ и Колобсарской, который дошел до кассационной инстанции арбитражного суда, то есть окружной суд Волгоградского округа. И, значит, суд пришел к выводу, что действия КТ, они правильные. То есть расчет, исходя из двухкомпонентных тарифов по фактической температуре теплоносителя, фактически объем гигакалорий, который требуется на подогрев холодной воды, это правильно. Мы ничего с этим сделать не можем, к сожалению. Суды, они есть суды, мы сами также с такими же исками обращались только в суды общих интересов определенных граждан, как я уже сказал. Мы проиграли эти суды. Мы через мировой суд обжаловали в районный, но суды нашу позицию не приняли. Тут мы, к сожалению, сделать ничего не можем, но вот недавно столкнулись с таким вопросом, как вот это распределение, вот этой разницы между тарифом, который предлагается ресурсно-снабжающей организацией, тарифом, который правительственной комиссии. То есть она в любом случае разница, как я сказал, она возникает. Как ее распределять? Мы при рассмотрении вот одного обращения буквально на этой неделе, Мишина Павлова, дом 26, выявили такой факт, что вот эта разница, она умножается на объем всей поставленной дом тепловой энергии и распределяется по пропорциональной площади жилого помещения. Это неправильно. Мы считаем, что это неправильно. Потому что, во-первых, жильцы дома, они каждый потребляет индивидуально. По каждой квартире потребляется индивидуально. То есть, если я потребил 1 кубометр, почему я должен за всех, исходя из площади, платить? Соответственно, вот эта разница в тарифах, которая складывается, допустим, за один месяц июль 2013 года, как там было, 160 рублей, которые предложила ресурсно-снабжающая организация, 99,46, соответственно, предложение правительственной комиссии, да. Разница получается порядка 60 рублей. Соответственно, нужно просто тогда, получается, на этот 1 кубометр, который потребил, ну, если кому не интересно, я как могу не рассказывать, ладно. Люди слушают, подождите, люди слушают, не надо, пусть ты говоришь. Вот, получается, мы на 60 рублей надо умножать вот этот 1 кубометр, и все. Не должно быть такого, что вот это все кидают и распределяют между всеми равномерно. Тогда неравномерно получается у каждого. Вот я, допустим, если потребляю мало, я и должен платить, соответственно. Расчет должен, соответственно, моему потреблению делать. Мы внесли представление, вот сейчас будем добиваться устранения нарушений, и я хочу сказать, что мы информписьмо направим всем городам-прокурорам, и, соответственно, эта практика, она будет внедряться, будем проверки проводиться, и, соответственно, расчеты будут делаться. Будем стараться этого добиваться. Это вот в этой части. Есть еще такой вопрос, когда техническая возможность, вот, как вы знаете, тариф определяется расчетным путем, исходя из объема тепловой энергии на подогрев воды.
Но есть и те случаи, когда техническая возможность определить вот этот, сколько тепловой энергии затрачено, не представляется возможным по дому. Тогда используют норматив. Вот эти временные нормативы, которые вот неоднократно в обращениях у нас фигурировали, временные нормативы, которые установлены в госинспекции, там порядок применения, и строим эти временные нормативы установлены. Значит, их признали, сами же они органы признали незаконными, потом снова утвердили в таком же размере. То есть здесь как бы тоже понятно, это пробел права регулирования. Опять-таки, внесли изменения сейчас, что эти нормативы должны установить, но опять-таки нормативы до 2018 года должны быть установлены, а сейчас пока их нет. Поэтому я считаю, что в принципе вот то, что они делают, это правильно, то есть что это выход какой-то ситуации. Но так как, чтобы как-то это закрепить, мы сейчас обратились в суд в интересах одного из жильцов тоже, чтобы судебная практика определенно сложилась на территории нашей республики, чтобы признать правомерность действий, потому что сейчас мы не можем однозначно утверждать, так правильно или не так правильно. Здесь пробел правового регулирования. Опять-таки, наилучший способ преодоления пробела правового регулирования – это обращение в суд. И вот опять-таки, повторюсь, мы в суд обратились, поэтому здесь вопрос по таким домам тоже будет решен, как только решение суда состоится. Я думаю, тоже постараемся, чтобы все было в пользу жильцов. И, по крайней мере, вопросы будут закрыты, чтобы людям стало понятно вообще, что в связи с чем и как это платится. Все, у меня, в принципе, доклад закончен. По таким основным вопросам я высказался, которые у нас возникают. Спасибо за внимание. Теперь будет возможность задать вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, значит, будет что-то изменено. Сейчас подождите, микрофоном дадут, потому что, чтобы слышно было всем. Вот по горячей воде, то, что вот цена горячей воды сейчас по двухкомпонентному тарифу зависит от площади квартиры. Но этого же не должно быть. Вот здесь вот изменения будут какие-то. Да? Она от площади не зависит. Определяется расчетным путем. Те гигакалории, которые были потрачены на подогрев, то есть на получение горячей воды, они же в пределах норматива, они начисляются нам отдельно, как бы 106 рублей. А то, что выше норматива, уже причисляется к отоплению. И получается, что от отопления... Я понял вас. Вот вы как раз, я про это и сказал, что разница вот это, то, что сейчас управляющими компаниями распределяется, исходя из площади. То есть мы считаем, что это неправильно. Вот я говорил, у нас первое обращение, которое рассматривались, мы считаем, что исходя из потребления нужно. В любом случае, перерасчет в любом случае надо делать. Но наше мнение, что это надо делать, исходя из объем потребления в каждой квартире. То есть вы, допустим, у вас потребили 3 кубометра, и вот эта разница в размере платы, она должна на 3 умножаться, соответственно. А не так, что между всеми жильцами равномерно в любом случае. Ну, в общем, тогда от площади не будет зависеть. Ну, вот как я сейчас сказал, да, получается, необходимо. Я, конечно, все равно. Ну, вот, ну, ладно. Нет, у меня остается чуть-чуть. Я обращаюсь к представителю, соответственно, за систему отопления, то есть в оплате за отопление. Почему? Можете подсказать, почему именно за отопление расчет делается по площади, а не по объему помещения? Почему? Вот сидим мы сейчас в этом зале, высота помещения в 2 раза больше, чем в обычном жилом помещении. Значит, теплоемкость этого помещения в 2 раза больше, чем в других помещениях. Так, то же самое, в любом жилом помещении, жилых зданиях, на первых этажах везде, значит, первые этажи выше, чем остальные этажи. Примерно на 1 метр. Значит, теплоемкость в этих помещениях в 1/3 раза больше. То есть затрата, значит, на отопление, значит, идет больше, получается. Вот почему вот так происходит именно по площади, а не по объему? Вы мне поняли? Мы правоприменители, мы не законодатели, мы не в правительстве состоим, поэтому у нас предусмотрено профессиональное правительство, исходя из площади. Мы это начисляем, исходя из площади, проверяем, исходя из начислений по площади. Мы не можем другого сделать. Ну это актуально, так, да? Ну это понятное дело, я не спорю с вами, что на обогрев более высокого помещения нужно больше объем тепловой энергии, но... Нет, спасибо за предложение, действительно стоит. Мы правоприменители, опять повторюсь, мы не влияем на это. Дмитрий Владимирович, вот вы наши счетчики сказали, электричество. У меня индивидуально, наверное, учебно индивидуально.
Подождите, секунду. Алло, вы слышите меня? Здравствуйте, во-первых. Во-вторых, у меня сын домовые расходы платит и по площади, электричество по площади, домовые расходы, компонент, который на горячую воду, на холодную воду компонент. А для чего тогда капремонт платит? Скажите вы, пожалуйста. Капремонт сейчас составляет, так, изменение прошло. Там внутридомовые счета на электричество, на тепловой энергии не будет. Капремонт. Вот здесь газете «Пионер», это пенсионер, написано изменения. Фасада не будет, а мы платим сколько положено. Отвечайте, пожалуйста. Мы сейчас дойдем до вопроса капремонта и на этот вопрос ответим. Обязательно. То есть на просто капремонт еще не коснулся вопроса. Подождите. По программе ваш вопрос ответим после капремонта. Хорошо? Скажите, пожалуйста, правомочно ли управляющей компании соединять две статьи содержания и текущий ремонт в одну сумму? Потому что когда я уже спросила о том, сколько средств на сегодня управляющей компании на текущем ремонте, мне не ответили. И правомочно ли предъявлять суммы адекватно вот тем домам, которые существуют, на новые дома, которые в течение 5 лет находятся на гарантии строительной компании. Спасибо. Статья 154 Жилищного кодекса как раз устанавливает структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Вот эта статья устанавливает, что в составе платы за жилое помещение и коммунальные услуги собственник помещения и наниматели вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения. Такого строгого разделения на содержание жилого помещения и текущий ремонт жилого помещения нет. Кто правомочен решать, чтобы разделить? Чтобы разделить. Общее собрание, да, общее собрание собственников помещений на своем общем собрании решает, утверждает размер платы за содержание жилого помещения и текущий ремонт, в зависимости от перечня работ, которые необходимо выполнить по текущему ремонту на ближайший год и за содержание. Соответственно, общее собрание может как увеличить размер платы, так и уменьшить его, в зависимости как раз-таки от того, гарантийный дом или не гарантийный. Если дом гарантийный, вы можете меньше плату поставить, потому что вам нет необходимости какие-то работы производить. По интернету пришел вопрос, будет ли перерасчет на оплаченные счета? Вопрос не конкретный, еще раз. Что за перерасчет, как это, еще раз? Вот я слово в слово прочитал. По интернету пришел вопрос в письменном виде. Будет ли перерасчет на оплаченные счета? А на какие счета? Все зависит от того, на каком основании этот перерасчет должен быть сделан. Нам вопрос непонятен, не конкретный вопрос. Вот вы затронули тему, что дома постройки до 1999 года резко увеличить нормативы на тепло. То есть там увеличился норматив в 3 раза, с 0,016 до 0,04. У меня к вам вопрос. При расчете этого норматива брали, значит, температуру окружающей среды, там учитывается год постройки, и температура окружающей среды минус 32 градуса. У нас такой зимы давно уже не было, и такой температуры у нас нету. Я писала письмо в прокуратуру, в жилищную инспекцию, и попросила, чтобы нам сделали перерасчет согласно фактической температуре окружающей среды. Почему такую завышенную температуру взяли? И почему так резко возрос норматив? И дело в том, что это правильно, в эти дома невыгодно ставить счетчики. Мы поставили счетчик, мы стали намного меньше платить, но люди-то страдают, пенсионеры, которые живут в этих домах. Объясните, на основании чего так резко повысился норматив? Норматив у нас, порядок установления норматива устанавливается постановлением правительства 36. Мы вот, как вы сказали, что минус 32 градуса там нет нигде. Там есть такое значение температуры наиболее холодной 5-дневки, средняя температура наиболее холодной 5-дневки. Она, исходя из... 32, да? У нас такой температуры нет и никогда. Так это не придумывается сверху, это не придумывается не сведения Росгидро, это не что-то такое, это установлено нормативными актами. Это берется оттуда. Я написала письмо, тогда дайте указания Министерству ЖКХ нашему,
жилищной инспекции, чтобы это проверено, чтобы сделали перерасчет по фактической температуре, посчитали норматив, с октября по апрель месяц. А мы температура окружающей среды, конечно. А как же вы думаете? Так мы что правительству подадим, то они и подпишут. Понимаете? А температуры у нас такой никогда не было. А почему вы деньги-то с народа дерете? Кто может сказать, как я могу брать? Ну, я же не говорю, что лично вы. Я же не именно лично вы, поскольку мы с вами... Я повторяю, это на федеральном уровне, вот эта температура... Это не на федеральном, это местный у нас кабинет министров. Минус 32 это не... 32 это кабинет министров, постановление Чувашское. Нет. Что нет, я же разбиралась. Чувашский, на 32 градуса. Хорошо, вы с Казани в одном часовом поясе. Почему в Казани намного нормативы меньше, чем у нас? Когда я позвонила в министерство нашего ЖКХ, мне сказали, ну Казань же другое государство. Мы все в Российской Федерации. Чувашия в одном месте, а Казань другое государство. У них нормативы намного меньше. Можно я еще по температуре? Это вот когда еще не было двухкомпонентных у нас вот эти 99 было, 100, сейчас 106, там сколько-то. Но вот сейчас, это вот к тому же вопросу, который женщина вам задала сейчас. Вот у нас существует утвержденный наш внутренний график подачи температуры, горячей воды и отопления. Есть такой график, да, утвержденный? Есть. Этот график четко зависит от температуры наружной температуры. Но там есть максимум на этом графике и есть минимум. Вот судя по всему, по нынешнему году, да, вот вы говорите, там нет, там есть 32 градуса, при 32 градусах с подающей компании температура воды должна выходить вплоть до 140 градусов, при 32. Хотя, ну там, это нижнее, вот в этом году температуры такой не было ни разу. Но вот судя по тому, как вот, например, в Новоюжном у нас сейчас выставляют нам, да, у нас средняя температура подачи воды идет всю дорогу по максимуму, по максимальной температуре. Сколько и сама я звонила в ВТК 5, они говорят, мы соблюдаем этот график. Хорошо, вот теперь у меня такой вопрос. Кто этот график утверждал и на каком основании утверждены вот эти температуры и температура подачи воды? Я никак не могу понять, для чего нам такая... У нас уже давным-давно, в феврале, один день был минус 18 градусов. Я понял ваш вопрос. График утверждается администрацией города Чувашии. И я так понимаю, что управляющая организация ссылается на то, что они якобы не могут регулировать температуру, а поскольку есть в графике установлено, и такая температура подается в дом, и поэтому дома бывает перетоп. Я так понимаю, да? Они не могут, управляющие компании, они единственное, что могут сделать, они пытаются просто уменьшить скорость подачи воды, чтобы не так было жарко. Понимаете? Ну тогда мы вдвое теряем. У нас, как он называется там, счетчик считает входящую температуру максимальную, которая подошла к дому. Так как сокращают скорость движения воды, она еще больше остывает. Мы, значит, за больший объем платим. Понимаете? И у нас получается двойное увеличение. Зачем нам эта температура? Вот почему не делают? Вот уже я не знаю, к кому обращаться и насчет этого графика. Так, и еще... Жилищная инспекция ответит, Ирина Борисовна, на этот вопрос. И в жилищную инспекцию я писала, задавала этот вопрос. Сейчас, секундочку. По этому графику. Послушайте, пожалуйста. Действительно, возможно, нужно его пересмотреть. Правильно. Но здесь еще один вопрос. Он ведь идет, теплоноситель идет из котельной. Да, регулирует. не слишком там стоит. Микрофон возьмите в руки микрофон. Что вы так держите? Здесь еще один вопрос. То есть теплоноситель идет из котельной. В котельной, естественно, должно регулироваться. И
Вероятно, может, пересматривать график. Такое предложение может быть сделано. Нет, я не знаю, вот как вот это сделано. Автоматически. Сейчас все ссылаются на то, что нужно в каждом подъезде ставить терморегуляторы. Это ничего не даст, совершенно ничего не даст. Если, ну хорошо, на терморегуляторе у нас как бы понизится температура, ладно, на этом самом, на подъезд. Ну платить-то мы будем за те гигакалории, которые пришли в дом. Вы понимаете? Нет, там по-другому считается. Ну как по-другому? Да, объем считается температура входящей, температура исходящей, и сколько кубометров воды было. Нет, по теплу нет. По теплу сколько градусов осталось? У нас счетчик так считает. Ну, не знаю, я уже не знаю. Да, потом вот еще по подсчету ОДМ. Исходя из объема. По ОДМ. Вот до этого, насколько, вот это последние 2 года, вот то же самое. Снизили норматив потребления на квартиры, в которых не стоят счетчики, индивидуальные приборы учета. Почему? Понимаете, мы даже им как бы сказали, ради бога, не ставьте, вы не хотите ставить, и не ставьте. То раньше, насколько я помню, было 4,8, что ли, если нет счетчика, норматив. Сейчас все счетчики поставили, у кого счетчики не стоят, норматив 3,9. Да я со счетчиком на одного человека трачу больше. Вот это тоже. Откуда вот этот норматив появляется? Вот что самое удивительное. Я отвечу на этот вопрос. Нормативы у нас установлены постановлением Кабинета министров Чувашской Республики. Понятно. Да. И вы говорите, что они снижены. Конечно. И поэтому вы недовольны соседями, которые счетчики не поставили. Конечно, они Ну, не по закону ставят. они должны, конечно, это были сделать с 1 июля еще 2012 года. Они не будут ставить. Я прекрасно вас понял. Но у нас, если есть общедомовой прибор учета, у нас же как правило написано, если есть общедомовой прибор учета, то, соответственно, получается, тем жильцам, у кого есть приборы учета индивидуальные, им не могут начислить общедомовые нужды сверх норматива. Есть отдельный норматив на общедомовые нужды. И если получается, что разница между показанием общедомового прибора учета и сумма показаний индивидуальных приборов учета плюс нормативы у тех собственников, у которых нет приборов учета, превышает вот этот норматив на общедомовые нужды, то управляющая компания имеет право начислять только по нормативу на общедомовые нужды, только в отношении тех собственников, которые, соответственно, имеют приборы учета. Этот норматив небольшой на общедомовые нужды, он маленький, я вам сразу скажу. Да? Просто управляющая компания не всегда соблюдает нормы закона в этой части. И мы на практике сталкивались с ситуацией, когда управляющие организации игнорировали эти нормы и начисляли не по нормативу на общедомовые нужды тем, у кого прибор учета есть, когда превышает этот норматив, эта разница, а по показаниям прибора учета общедомового просто раскидывали между всеми. И поэтому жильцы также по-прежнему продолжали страдать. Но на самом деле это неправильно. На самом деле должны начислять только по нормативу. Поэтому здесь ситуация не настолько опасна и страшна, как вы ее сейчас представляете. Это по воде. А сейчас по гигакалориям. Гигакалория одна – это 1300 рублей. Это очень чувствительно. У нас 1400. И если они с нас на воде не добирают это, они нам это выставляют за отопление. Все равно мы платим, вы понимаете? Мы платим. Наши деньги тут везде наши. Просто с одной статьи на другую перешли, вы платите. Я к вам хочу обратиться. По гигакалории, в продолжение этого вопроса. Есть формула Академии коммунального хозяйства. И в проектном институте, Чувашгражданпроекте, это можно проверить. Жилищная инспекция пусть занимается. Там установлено минус 32 градуса, это по Поволжскому региону. Внутренняя, значит, плюс 18 в квартире и минус 32 наружная температура по Поволжскому региону. Но там есть поправочный коэффициент 0,95. Вот на эту температуру. И вот в связи с этим надо сделать таблицу в зависимости от температуры наружного воздуха, и устанавливается поправочный коэффициент и умножается на это дело. И все решение, техническое решение. А зачем нам решать? Нам надо деньги с народу брать. Нам зачем решать? Ваше предложение услышали, мы обдумаем его, хорошо. Сейчас ведется, кстати, режим видео. Мы это все еще раз посмотрим. Хорошо, мы ваше предложение услышали и доведем до соответствующих органов. Слушаем вас.
Ленинского района. Значит, почему перестали заниматься энергосбережением? 162 лампочки вот в моем доме в 6 подъездам круглосуточно горят. Там хоть и Медведев там запрещал сотки продавать, и 70, и 60-ки, и сотки, и 40-ки, и в подвале 162 лампочки круглые сутки. А фактически, когда они сделали вот эту экономию, только по среднему стояку, вот эти лампочки, которые отрегулированы на движение. А это значит, ну, датчик, да. А остальное, значит, все, тишина, заглохло. А это все идет на общедомовое счетчики, которые нам разбрасывают. Вот я по счетчику плачу 59, 62, ну, там, в зависимости от зимы и лета. Вот. И почти столько же мне по ОДН дают. А я сделал, я их, кстати, водил в свой подъезд. Ведь можно это сделать. Вот я свою лампочку вывел на свой счетчик, это, выключатель отдельно. И через счетчик провел. Выхожу на улицу, выключаю. Прихожу, значит, включаю, открыл дверь, опять выключаю. У меня вот эта лампочка накаливания там 3 года горит, и вопросов нет. Но это, я считаю, вопрос. И еще, почему договора нет до сих пор? Квартал прошел, а договора нет на этот год. Они разрабатывают риск есть, я их задолбал. А лицензию они получили. А договоров нету. Да. Ну, в общем... Так, я могу, да, сказать? В общем-то, я тут вижу, что люди, в общем-то, довольно-таки взрослые сидят. И хочу сказать, что сейчас тенденция изменилась, и мы в ответе за то, где мы живем. Сейчас никто не будет бегать за вами и выключать свет. Это дело ваше, экономия ваша. В своем доме мы навели порядок. Я как председатель дома это говорю. Не нужно говорить, горит круглосуточно. Управляющая компания сидит не в вашем доме, не в вашем подъезде. Это деньги ваших жильцов. И на своем собрании, когда мы это проводили, когда были ДПУ, в нашем доме, наш дом, наверное, единственный, кто заключил прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, наша управляющая компания не питается этими деньгами, то есть мы за них спокойны. Мы полностью контролируем все ДПУ, у нас они минимизированы, по воде вообще нету. Поэтому, как говорится, утопающие сами себя спасают, да? Поэтому у меня принято так, вышел первый человек на работу, он выключает свет в подъезде, зашел, то есть и у нас управляющая компания установила датчики, да, на движение, но все равно мы выключаем, чтобы днем как бы лампа не загоралась. Включается, где стоят датчики, а правый и левый крыло. То есть и по поводу еще вот счетчиков, да, вы сказали, что в прошлом году уже было постановление о том, что все-таки должны установить приборы учета. У меня вопрос по поводу муниципальных квартир. У меня их 6. Вы проверяете вот реализацию данных постановлений на муниципальные квартиры. Заявление мои жильцы муниципальных квартир написали. Частично они все установили на газ, на воду и так далее. Проблем нет. Но некоторые, то есть вы проверяете вот установку вот, счетчиков по жилфонду. Проверки проводим такие, в том числе и органов местного самоуправления. Есть у нас практика, принимаем меры прокурорского реагирования в отношении тех органов местного самоуправления, которые эти приборы учета не установили, как собственники муниципального жилья. К нам такие жалобы поступают, и мы такие жалобы рассматриваем. В том случае, если эти обязанности органов местного самоуправления не выполняются, в том числе даже по жалобе нанимателя мы можем провести такую проверку, то, соответственно, мы принимаем меры прокурорского реагирования и обязываем соответствующий орган местного самоуправления прибор учета установить.
То есть практика такая есть, пожалуйста, к нам обращайтесь, без проблем мы рассмотрим эти жалобы и так далее. А вот по поводу касается вашего вопроса, давайте я отвечу, вы очень много вопросов задавали. А что делать, он знает. Им предложение было 1 миллион, и, значит, надо это делать потом. По экономии электроэнергии. Хорошо. Запись идет, видеозапись идет, не волнуйтесь. Прокурору вопрос. Вот, крайнему. А он не смотрит сюда. Я к вам обращаюсь. Так, последний вопрос по этой теме. Дальше другой выступающий будет. К вам обращаюсь, товарищ капитан. Значит, я проживаю в доме, проспект Ленина, 25, корпус 1. Десятиэтажное здание, которое находится рядом с кинотеатром «Люксор». У нас это ТСЖ называется «Люксор». Значит, у меня в доме, в квартире счетчик на электроэнергию, на тепло, на горячую воду, на холодную воду. Скажите, если я даю данные в свою бухгалтерию, расход тепла каждый месяц даю, что они должны мне считать? То, что я даю, или от себя что делать? В домах, где есть... Значит, по счетчику оплата производится. Вот сидит у нас инспектор жилищный. Все беды от нее идут. Вот был начальник инспекции, он сейчас ушел на повышение. Сейчас, видимо, она осталась. Понимаете, какую глупость говорит? Значит, в 2006 году было постановление правительства, Медведев тогда был председатель правительства, по которому, значит, оплата за отопление производилась исходя средняя месячная за предыдущий год. У нас была одна управляющая компания, вернее, управляющий, он проворовался, ушел и сдал своей подруге. Теперь, значит, я сейчас скажу, вы меня выслушаете, и надо проверять сейчас их всех. И, значит, теперь заставили нас платить по 1500 за отопление, хотя счетчики есть в квартире. Я давал данные по счетчику и платил только по счетчику. В феврале месяце 2014 года отменили это постановление 2006 года и стали производить перерасчет. Но для тех, кто платил по тому, как они предъявляли, значит, им перерасчет сделали. А мне перерасчет не надо делать, мне просто в квитке все это отменили, поставили нули и все. Наступил октябрь 2014 года. Приходит опять 1500. И продолжается вести 1500. Хотя даю расход тепла, значит, по каждому месяцу. Я инвалид 2-й группы, жена мне инвалид 1-й группы. Мне 79 лет, жене 78. Я не могу находиться в квартире, где отопление, значит, тепло 28-29 градусов. Я не могу. Мне нормальная температура 22-23 градуса. Поэтому я даю, у нас можно регулировать, с помощью этих батарей закрыть, перекрыть. Значит, нет, они говорят, есть постановление, вот товарищ гражданка сидит, жилинспекции, номер 354 от 2011 года, которое говорит, значит, они, кстати, это не постановление такое обязательно, это рекомендации для регионов. Она говорит, который говорит, если счетчики не везде стоят, то тогда будет, значит, у тех, у кого счетчиков нет, они будут платить по нормативу. А у кого счетчики есть, те будут платить общий расход тепла, который идет на дом, отнимается по нормативу, и вот оставшийся пропорционально на каждую квартиру по площади выдается эта цифра. И получается, что по нормативу те платят значительно меньше, чем те, у кого счетчики. Ну это разве нормально? Это дурость какая-то самая настоящая. Я отправил бумагу сейчас Путину, вот когда был вопрос, потому что управу никто тут не может найти. У меня и к вашей прокуратуре негативное явление. Потому что я однажды здесь был на этом часе, когда стал задавать вопросы, мне говорят, да мы что можем сделать? Это все правительство решает. Я встал и ушел, и за мной ушел весь зал. Я не хочу, чтобы негативное явление, негатив по прокуратуре оставался и сейчас. Я прошу с этим делом разобраться. Теперь, значит, что касается, я уже сразу все выступлю,
Что касается капитальный ремонт. Во-первых, значит, содержание жилья в каждом доме есть. Значит, я проживал раньше в доме 25-й, проспект Ленина. Сейчас я переехал в новый дом, 25-й, корпус 1. Значит, в том доме за содержание жилья, а тому дому 55 лет платили всего 8,1 рубля за квадратный метр. В этом доме новый дом 9 рублей, а с этого года сделали 10. Спрашивают, на каком основании? А у нас ТСЖ решила. Что значит ТСЖ, я не понимаю. Одна что, сама что хочет, то и делает, что ли? И насчет капитального ремонта. В Ленинграде в Думу внесли в ихнюю, значит, инвалидам скидки, льготы на капитальный ремонт. Но если мне 79 лет, а наш дом внесет, наверное, в 1944 году в плане, я что, буду теперь платить, пока не помру, что ли? Вообще вот эта дурость самая настоящая. И я эмоционально говорю, я работал заместителем главного инженера агрегатного завода. Значит, проработал я до 70 лет, я работал. Меня не отпускали, потому что считали, что я хороший специалист. И мне удалили легкое, потому что у нас такое производство. Я сейчас инвалид второй группы. Я поэтому прошу разобраться с этим делом и не просто отписку делать, как всегда. Потому что я звонил в эту инспекцию, она мне столько кучу наговорила и говорит, а вы заставьте тех, кто счетчики не поставил, чтобы они поставили. Так вот, я вам скажу другое. Значит, в прошлые месяцы я пошел платить квартплату, и пришел товарищ, которого я не знаю. Я стал возмущаться по поводу этой оплаты за отопление. А он говорит, слушай, я возмущаюсь, а я член ТСЖ этого. Я говорю, а ты что, счетчик не устанавливаешь? Я установил полгода назад. И что, я и не показываю, потому что больше платить придется, если я покажу счетчик. То есть счетчики все поставили. Они говорят, а мы не можем ничего зайти в квартиру проверить. И все, никто не дает показания, а я должен отвечать за это дело. Это когда это безобразие кончится? Давайте отвечу на вопрос про начисление. 25/1 дом, это мы недавно проверку проводили. Этот дом как бы мне известен лично. По этому дому вопрос корректировки был за 2013 год, я помню. В 2013 году за 2013 год провели корректировку платы за отопление, и стал вопрос там, как начислять. У нас прокуратура выходила дважды на эту проверку, 2 раза, в общем, не проконтролировали ненормальное устранение нарушений, получается, прокуратуры Ленинского. Мы вопрос об ответственности там поставили работника, но в любом случае там ситуация такая. Дом оборудован прибором учета тепловой энергии, отдельные помещения оборудованы индивидуальным прибором учета тепла, другие помещения не оборудованы. По действующим, вот на момент проведения корректировки 307-м, те, кто оборудован, им начисляют по среднемесячному, те, кто не оборудован, им начисляют по нормативам. И потом, исходя из показаний, проводят перерасчет. То есть приборы учета, они влияют только на то, что начисляется вам по среднемесячному либо по нормативу. Все, наличие или отсутствие этих приборов. Мы представление, я, к сожалению, не могу по-другому толковать постановление правительства. Нет. У кого счетчиков нету, им платят по нормативу. Я считал, у меня... Я говорю, я считал по нормативу. Мы сейчас, как должно быть, я посчитал, должно быть. А как должно быть, это не как правильно. Я вам объясняю. Вы позволите ответить? Поэтому я не хочу сюда ходить. Это богатейно у вас, а не ответить на вопрос. Придешь сюда, Вам нужно отвечать на ваши вопросы до конца или нет? На ваши вопросы нужно ответить до конца или нет? Я вам отвечаю, что сейчас должно быть, у кого по нормативам, те платят больше, у кого по среднемесячному, те меньше. И это не проконтролировано. Мы поэтому приняли меры сейчас на повторное представление, чтобы все было устранено и начислили так, как должно быть. Я говорю, мы представление внесли, сейчас все будет устранено. Я говорю, что норматив платят те, кто по нормативу больше. Я не доведу до конца это дело. Я, может, не помру раньше времени, наверняка, потому что эмоции хорошие не приводят. Вопрос у нас на контроле. Вопрос у нас... ТСЖ, там, председатель, она предприниматель, она даже деньги может какие угодно платить. А я против ничего не могу. 400 рублей сейчас надо платить за капитальный ремонт, а добавку, прибавку сделали 1200.
Сейчас у нас следующий еще есть выступающий. Мы вас выслушали, мы вам ответили. Меры приняты по вашему дому. Проверка проведена. Да, проверка проведена, и более того, выявлено нарушение законодательства. Мы же только что вам сказали об этом. Так, у нас, смотрите, у нас очень остается маловато времени, потому что мы много времени тратим на вопросы, которые задаются очень долго. Смотрите, у нас по регламенту вопросы, касающиеся содержания ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома, мы будем на эту тему выступать? Содержание, нет, до капремонта тоже дойдем. У нас есть содержание и ремонт общего имущества, это раз. У нас остаются тарифы и капремонт. Может быть, по тарифам уже более-менее понятно, может быть, тарифы пропустим? Непонятно? Хорошо. Давайте вперед капитальный ремонт мы все-таки дадим, ладно? У нас очень много, я понимаю, наболевшие вопросы, связанные со взносом на капитальный ремонт. Это взносы появились с декабря, вы знаете, да, 2014 года. Да, теперь нужно платить эти взносы дополнительно. И, соответственно, очень много вопросов возникает от граждан. Поэтому мы пригласили сюда представителя Минстроя Чувашской Республики и в том числе руководителя фонда капитального ремонта. У нас принимает участие, еще раз представлю, Епифанова Олимпиада Ивановна, генеральный директор некоммерческой организации Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Вот она расскажет вам, осветит вопросы правового регулирования организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Пожалуйста. Вносить взносы за капитальный ремонт и проводить ремонтные работы. 25 декабря 2012 года принят федеральный закон, который дополнил Жилищный кодекс Российской Федерации разделом 9. В разделе 9 конкретно описаны все взаимоотношения, возникающие в части капитального ремонта многоквартирных домов. 31 июля 2013 года за номером 41 вышел закон Чувашской Республики о регулировании правоотношений именно в части капитального ремонта многоквартирных домов. 14 марта 2013 года постановлением Кабинета министров последовательно утвердили программу капитального ремонта на 30 лет. С этого момента у нас с вами собственников помещений пошел отсчет. У нас возникли обязательства и права. Значит, в чем заключается наше право? В течение 6 месяцев по законодательству мы с вами должны были определиться, каким же образом мы будем накапливать средства капитального ремонта, то есть формирование фонда капитального ремонта на свой многоквартирный дом. У нас были 2 направления по законодательству. Это значит выбрать специальный счет или формировать фонд капитального ремонта на свой многоквартирный дом на счете регионального оператора. Кто же такой региональный оператор? В законодательстве упоминается как рекоператор, и фактически у нас, значит, действует это некоммерческая организация Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов по Чувашской Республике. Также по законодательству, по нормативным документам региона 31 октября 2013 года зарегистрирован эта некоммерческая организация, руководителем которого на сегодняшний день являюсь я. Значит, в течение 6 месяцев, то есть до 1 октября, отсчет пошел с момента официального публикования программы с 28 марта 2013 года. В течение 6 месяцев мы должны были с вами определиться. Многие дома, многие собственники многоквартирных домов данным правом воспользовались. 547 многоквартирных дома по Чувашской Республике выбрали специальный счет. Они также своим протокольным решением определялись, в каком банке хотели бы именно формировать свой фонд капитального ремонта. И также определяли, кого хотели бы видеть владельцем своего специального счета. На тот момент
по условиям закона владельцем специального счета могли быть ТСЖ ЖСК, если они управляли домом, а если домом выбрано управление управляющей компанией, владельцем счета могла выступать только наша некоммерческая организация, то есть рекоператор. 307 многоквартирных дома обратились к региональному оператору за открытием специального счета. В основном, конечно, выбирали Сбербанк. Если смотреть по количеству, значит, выбранных счетов по банкам, то получаем как Сбербанк на первом месте, ВТБ на втором месте, на третьем месте Россельхозбанк, Банк Трасс, Фяйсбанк и Акбарсбанк тоже присутствуют в этом списке. ВТБ на втором месте, как я вам говорила. Я поясню по этому поводу дополнительно. У нас филиал, а головной находится в Нижнем Новгороде. Я вам поясню. Подождите, может, я расскажу вам сначала по порядку, а потом вы мне зададите вопросы. Значит, с 1 октября по тем многоквартирным домам, где собственники самостоятельно не определились с выбором способа формирования фонда капремонта, органы местного управления издали нормативные документы. То есть есть такие дома-молчуны, за которых решение приняли органы местного управления. Более 1000 многоквартирных домов самостоятельно определились с формированием фонда капремонта и решили, что они формируют фонд капремонта именно на счете рекоператора. По остальным многоквартирным домам на уровне муниципальных образований изданы нормативные документы. Соответственно, они представлены нам для того, чтобы мы подготовились по истечению к 8 месяцев начислению взносов за капитальный ремонт. То есть внесение взносов за капремонт у нас обязательство возникло в силу закона и с декабря 2014 года. Хотелось бы добавить, с 1 января 2015 года те собственники, которые формируют фонд капремонта на специальном счете и которые выбрали владельцем вынужденно в свое время нас, они могут переизбрать нас в любое время. То есть могут владельца переизбрать и обратиться к нам по этому вопросу. Открывают новый счет, и все средства, которые накопились на их счете, мы передадим на этот новый сформированный счет. Я сказала, если, значит, вы на сегодняшний день выбрали, уже у вас сформировано, значит, решение, что вы формируете фонд капремонта на специальном счете, вы можете переизбрать владельца. Если вы пересматриваете, значит, способ формирования, то есть до сих пор вы формировали на счете рекоператора, да, и принимаете решение перейти на специальный счет, в данном случае с момента обращения нужно подождать 2 года. Но в связи с чем, я так полагаю, что это связано с тем, что обязательства возникли как у вас, так и у нас. Работы по капремонту уже начались. Нужно будет проверить. Если может случиться такое, что вот сегодня мы дом отремонтируем в этом году, а после завершения ремонтных работ он к нам обратится, перейти на специальный счет. То есть для того, чтобы перейти на специальный счет, дом должен полностью закрыть свою задолженность перед рекоператором. Также в течение этих 2 лет, конечно же, будет выверяться долги по каждому лицевому счету для того, чтобы передать новому владельцу счета. Вот таков порядок. Если на сегодняшний день выбран специальный счет, и по каким-то причинам собственники не смогли реализовать свое выбранное решение, они могут также принять решение перейти на счет рекоператора и представить нам протокол. В данном случае, конечно, переход происходит в течение месяца. Так, вопросы, да? Вопросы перейдем, наверное. Вот все. Я поясню. Ремонтируется, жильцы платят, и все. В данный момент ремонт как идет? Они платят. Почему общий вы решили? Мы не решали. Это в северном поселке, Заволжье, сделали капремонт, и каждый дом платил
счет ЖКХ. Почему вы общий делаете? Там пожилые люди есть, которые не могут дожить. Вы 29 лет вложили это капремонт. Это что такое? Подождите, я не все еще рассказала. Давайте вот как раз я по этому поводу и хотела рассказать. В программу капитального ремонта республики вошли 4732 многоквартирных дома. То есть не все многоквартирные дома, которые находятся на территории Чувашской республики. Не вошли в программу капитального ремонта дома, которые признаны в установленном законном порядке аварийными, подлежащему сносу, дома блокированной застройки и дома, где меньше 3 квартир. Нет, смотрите, и еще. Учет, я вам поясню, никуда не уходит. Учет ведется. Если на сегодняшний день вы формируете фонд капремонта на счете рекоператора, так скажем, в общем котле, в данном случае учет ведется по каждому лицевому счету, по каждому многоквартирному дому. Вы же видите, на нашем сайте можно просматривать ежемесячно, сколько по вашему дому начислено, и ежемесячно, сколько уплачено в течение месяца. Вы эту картину можете прослеживать на нашем сайте. Смотрите, и еще, чем же отличие между специальным счетом и счетом рекоператора? Те многоквартирные дома, которые формирует фонд капремонта на счете рекоператора, они могут рассчитывать на кассу взаимопомощи, так скажем, да? Когда наступает период капитального ремонта, и они им не сформировали минимальный объем, необходимый для выполнения ремонтных работ, они могут повзаимствовать в другом многоквартирном доме. Только, конечно же, это на возвратной основе. То есть по выполнению капремонта вы продолжаете уплачивать взносы за капремонт, и эта задолженность восполняется. И еще финансовые средства, собираемые на территории одного муниципального образования, не могут быть направлены на капитальный ремонт другого муниципального образования. Ну, как вот озвучили в отношении Сосновки, да, это город Чебоксары, соответственно, внутри муниципального образования деньги могут взаимодействовать. Ну, в рамках программы долгосрочной, которую я сейчас назвала, пока еще на территории Сосновки мы дома ремонтировать не начинали. В отношении, как вы говорите, задают очень часто вопрос, почему вы называете банк в Нижнем Новгороде. По условиям законодательства мы к вам, собственникам помещений, направили договоры на формирование фонда капремонта к собственникам помещений. Это вы все, наверное, получили, если являетесь собственником помещений. В этом договоре внизу указано, ниже моей подписи, наш хозяйственный расчетный счет. Там написано, значит, номер счета в Нижнем Новгороде, да? Это ВТБ, банк ВТБ. Это наш хозяйственный счет, счет рекоператора, куда зачисляется ежемесячно наша зарплата из бюджета Чувашской республики. Вы туда не оплачиваете. Вы все оплачиваете на тот счет, который указан непосредственно в квитанции, в платежном документе. Там написано конкретно казначейство по Чувашской республике. На сегодняшний день счет регионального оператора открыт в казначействе, то есть в Минфине Чувашской республики. Также вы знаете, что по законодательству бюджет Чувашской республики несет субсидиарную ответственность за ваши средства. Так что это обеспечивается с охраной средств. Но действительно, по специальным счетам, они самостоятельно принимали решения. Зачастую мне сейчас сами же собственники вопрос задают, почему в Сбербанке они нам всего лишь зачисляют там до 2% на остаток суммы? Почему не ВТБ? Мы поднимаем их протокол и видим, что собственники сами в свое время приняли решение открыть счет именно в Сбербанке. Показывает практика, в течение этих 4-5 месяцев многие собственники пересмотрели банки. Из Россельхозбанка ушли 5 многоквартирных дома. Их не устраивали те комиссии, которые возникали при внесении взносов за капитальный ремонт. У них комиссии составляли до 50 рублей. Также 5
значит, дома на территории города Чебоксары переизбрали владельца специального счета. До этого мы были владельцами специального счета, они теперь владельцами выбрали свою управляющую компанию. В связи с чем? Это как раз 5 домов открывали счет тоже в Россельхозбанке. У них возникли неудобства по внесению взносов за капремонт, и, соответственно, они решили урегулировать данный вопрос через свою управляющую компанию и минимизировать комиссии по внесению взносов. По поводу комиссий, тоже также очень часто поступает со стороны граждан вопрос, почему у нас на Почте России, в Сбербанке берут или брали комиссии при внесении взносов за капремонт. Это у них услуга оказываемая. То есть наши деньги не хранятся ни в Сбербанке, ни на Почте России. Они оказывают эту услугу. Почта России как платежный агент. Он, например, принимает и перечисляет на тот счет, где же у нас конкретно находится. Ну, в данном случае, как я вам озвучила, в казначейство, да, перечисляет. У них возникает, то есть мы просматривали при любых размерах взносов, мы все попадаем, собственники помещения, имею в виду, попадаем на минимальный размер комиссии. На сегодняшний день минимальный размер комиссии на Почте России – это 10 рублей. В Сбербанке было 20 рублей. Мы вели с ними долгие переговоры. Сбербанк для того, чтобы изучить вот этот вопрос, мы утверждали, что если они снизят размер комиссии, то денежные потоки в основном пойдут через именно отделение Сбербанка. Вот. Они поэтому с 26 марта комиссионный, значит, сбор убрали. Вы сейчас можете спокойно оплатить взносы за капремонт без уплаты комиссии в Сбербанке. Фактически, но опыт показывает, вот сегодня уже на улице 24 число, но потоки у нас все равно идут в основном через Почту России. Народу, значит, не столь важна комиссия, а, наверное, все-таки в удобстве. В Сбербанке отменили. В Сбербанке комиссию не берут. Не знает? Вот. Ну, я сейчас чуть-чуть, еще немножко, потом на вопросы перейдем. Также мы добиваемся сейчас. Сбербанк брал комиссии даже по специальным счетам, которые открыты непосредственно были в их банке. Мы также этот вопрос урегулировали. Они долго не могли, у них же система большая, конечно же, деньги любят счет, и, конечно же, ни 1 рубль и ни 1 копейка не должна быть утеряна. Исходя из этого, они налаживали свою систему, и где-то в числах 20-го, то есть с этой недели, с понедельника, они уже принимают взносы за капремонт на специальные счета, открытые конкретно только в Сбербанке, без комиссии. И то они пока смогли наладить по домам больше 100 домов. Только по тем домам, которые предоставили базу информационную о начислении взноса за капремонт. То есть получается по специальным счетам, где управляющие компании сами считают взносы за капремонт, они должны эту информационную базу предоставить Сбербанку, иначе Сбербанк не видит ваше начисление и не может собирать. Вот. Поэтому для того, чтобы еще хотел бы отметить, Почта России тоже долгое время не могла, значит, принимать платежи по взносам за капремонт, да, через свои отделения на специальные счета. Потому что на каждом платежном документе, что специальный счет, что счет рекоператора, там написано получатель платежа НО фонд капремонта, то есть некоммерческая организация фонд капремонт, потому что мы являемся владельцами, но счета там разные указаны. Так как не было штрих-кодов первично у специальных счетов, они неправильно зачисляли эти средства. Средства попадали все, так скажем, в общий котел. Деньги не утеряны. Мы все эти деньги видим. И по обращению граждан мы эти все средства возвращаем. Поэтому у кого есть такой случай, когда они уплату произвели и свои деньги не видят, в данном случае нужно прийти к нам разбираться, посмотреть надо. Зачастую собственники даже не знают, что у них в доме специальный счет выбран. Они думают, что мы все оплачиваем в общий котел. А когда начинаем разбираться, там оказывается специальный счет. Все-таки 547 домов
на территории республики выбрали специальный счет. Львиная доля, конечно, это приходится на город Чебоксары. Говорить, что работу муниципалитета не проводили по изъяснению, нельзя говорить. Даже мы сами, вот специалисты нашего фонда, неоднократно встречались как в Ленинской администрации, так и в Калининской, Московской. И по обращению мы выезжаем в муниципальное образование. По поводу начала капитального ремонта. Уже вы также можете, чтобы вам удобнее было, не буду я вам говорить там наш адрес www, да, вы все знаете портал ЖКХ. Заходите на портал ЖКХ, с правой стороны есть значок НО фонд капремонта. Заходите на этот, значит, кликаете этот, значит, значочек, заходите туда, там все расписано. У нас в разделе «Актуально» расписана вся программа. Вы знаете, по программе там из года в год наши дома могут повторяться, потому что там написано, в этом году мы кровлю делаем, в другом году мы делаем, значит, инженерную коммуникацию, третий, там, в последующих годах что-то, и зачастую люди свои дома не могут найти, потому что это очень длинный список, 4732 многоквартирных дома повторяется раз 10. То есть сколько раз там ремонтироваться придется. Поэтому мы сделали в разделе «Актуально», для вас удобно. Находите единожды свой дом и по строке смотрите, в каком году какой конструктивный элемент вашего здания подлежит ремонту. Сейчас мы приступили к реализации краткосрочного плана 14-15 годов. То есть, что это значит? Ежегодно долгосрочная программа, она актуализируется. В этой долгосрочной программе вы видите, виды работ прописаны, адрес написан, и в каком году будет ремонтироваться. Там не написано ни сметная стоимость, ничего остального, никакой другой информации там нет. Ежегодно принимается краткосрочный план реализации долгосрочной программы. В этой программе уже будет все конкретно расписано, в каком году ваш дом построен, какую имеет общую площадь, какая жилая площадь, какие нежилые помещения, с каких источников финансирования у вас будут выделяться деньги, какие виды ремонтных работ будут выполняться. У нас на сегодняшний день сохраняются все 4 источника финансирования, как было и раньше. Фонд содействия реформированию ЖКХ федеральный нам также господдержку свою выделяет. Выделяются бюджетные средства республики, с бюджета Чувашской республики. Также выливают свои средства в муниципальное образование. Это называется муниципальная поддержка. Еще хотелось бы отметить, муниципалитеты за муниципальную долю собственности, за муниципальные неприватизированные квартиры ежемесячно, как вы же, оплачивают взносы за капремонт. Мы им тоже выставляем платежные документы, отправляем, ежемесячно выверяем, сколько квартир на территории муниципалитета не приватизировано, и отправляем им счета. Вы также можете, вот открывая на нашем сайте, посмотреть, как муниципальное образование тоже ваши вносит вот эти взносы за капремонт наравне с вами. Краткосрочный план 2014-2015 года был утвержден в ноябре прошлого года. Утвержден также порядок отбора подрядных организаций на выполнение работ по капремонту. Значит, мы работы объявили. Сейчас идет отбор подрядчиков. По городу Чебоксары, обратите тоже внимание, сейчас как раз проходят конкурсы. Если ваш дом в капремонте по краткосрочному плану на 2014-2015 год представителя собственников мы обязательно приглашаем на комиссию. Он является членом комиссии. Отбираем с вами вместе, как и раньше, подрядную организацию. Выходит подрядная организация на место. Есть технический строительный контроль. Да? Отбираем тоже на конкурсной основе. Заказчиками выступаем мы, если дом формирует фонд капремонта на счете рекоператора. Если дом формирует фонд капремонта на специальном счете, в данном случае собственники самостоятельно отбирают подрядную организацию. Но имейте в виду, во всех случаях контролирующим органом остается Государственная жилищная инспекция. Она контролирует так же, как вы вносите взносы за капремонт, так же контролирует, как мы его исполняем. Вот таков порядок. И еще, за 30 лет часто говорят, почему наш дом отнесен на 43-й год. Вы понимаете, это, конечно же, щепетильный вопрос. Действительно.
По программе сроки ставились, исходя из электронно-технических паспортов. Я уже это многократно говорила. Электронно-технические паспорта у нас заполнялись управляющими компаниями. Но имейте в виду, ежегодно актуализируется программа. Если у вас сегодня течет крыша, проржавели трубы, есть острая необходимость в их замене, лифты исчерпали свой ресурс, что вам нужно для этого делать? Вы должны будете обращаться в орган местного самоуправления, то есть в администрацию города Чебоксары, и представить свои доводы, что действительно у вас требуется капремонт. На уровне муниципальных образований будут созданы комиссии, которые будут рассматривать ваши заявления и учитывать при утверждении краткосрочного плана. Тогда могут дома переноситься вперед. Все понятно? Вот теперь можете задавать вопросы. Пожалуйста. Действительно, смотрите, первый месяц, когда мы квитанции отправили, у нас оплата в среднем по республике составила 44%. На второй месяц все-таки люди поняли, много мы ввели разъяснения. Мы же всегда же, когда раньше времени нам объясняют, мы их не слушаем. Даже я, как жилец, мимо прохожу под двора, вижу, то самсобрание проходит, я не подхожу, потому что, может быть, я устала, может, то ли еще чего-то. У нас у всех такие же проблемы, одинаковые. А когда мы уже получили квитанции, многие заинтересовались. Постарались мы как можно больше эту информацию довести. Во второй месяц у нас сбор составил 58% по городу Чебоксары. По Чебоксарскому району доходило до 76%, по некоторым муниципальным образованиям до 80%. Люди поняли. Но зачем-то все это превращается в политику и начинают в заблуждение вводить людей, начинают... Говорят, не платите, и напишите заявление, что вы оплачивать не будете. Ну, вы понимаете, внесение взносов за капремонт – это у нас в силу закона. Мы являемся собственником, как жилкодекс говорит, бремя содержания и ремонта нашего имущества лежит на нас, самих собственников помещений. Соответственно, мы свое имущество должны содержать в чистоте и в порядке, и в технически исправном состоянии. Если мы не приведем в негодность свою квартиру, да, и наши несущие способности, например, стен – утратит свой ресурс, мы не только свою квартиру испортим, мы еще соседнюю квартиру испортим. В данном случае тут другое правовое регулирование возникнет. Вот в связи с чем и как раз вводится введены новые нормы закона, по которым мы теперь работаем. У меня вот такой вопрос. Значит, Следующий вопрос вам зададим. Но сейчас просто микрофон там. Вот такой вопрос. Значит, Дадим вопрос. Кукшумская, Следующее 21, дом на спецсчете. Значит, мы выбрали вас владельцем специального счета. Да, владельцем специального счета. У нас вопрос до сих пор не решен, видимо, с квитанциями. Вот вы сейчас сказали, что управляющая компания должна сама обратиться в Сбербанк, там лицевые счета, с ними договор иметь. Смотрите, подождите. Я в данном случае по вашему случаю индивидуально знаю. Потому что, в принципе, мы с вами неоднократно общались, поэтому я могу сказать. Смотрите, когда собственники помещений выбирают специальный счет, у них тоже на этом работа не заканчивается. Вы должны решить, кому же вы будете заказывать ведение лицевых счетов и учет задолженности или как накапливается фонд капремонта. Вы это можете заказывать как у нас, так и в управляющей компании, и так и в других организациях, кто данную услугу оказывает. Но в данном случае на нашем правлении утвержден, это является платной услугой и утвержден размер. Мы вам говорили, с лицевого счета 9 рублей. Обслуживание одного лицевого счета 9 рублей в месяц. Смотрите, я, насколько знаю, ваша управляющая компания с нами договор не заключали. Вы даете задание управляющей компании, и они, например, нам дают задание и с нами заключают договор на ведение лицевых счетов. Я, насколько знаю, Реалюкс с нами договор не заключил, вы такое задание им не давали. Или вы тогда, получается, должны самосознательно собрать все эти деньги, и каждый собственник просто приходит в банк, каждому собственнику даете номер своего счета, он приходит в банк, пишет этот счет и вносит туда деньги.
Но мы все привыкли, чтобы нам приносили квитанции. Понимаете? Приносят? Не видит, понятно. Я поняла. Смотрите, в данном случае они нам дают по лицевым счетам, которые у вас на жилищно-коммунальные услуги. Мы позавчера, во вторник провели совещание, пригласили туда и Реал Люкс тоже. Я не помню сейчас, конечно, они были или нет. Мы попросили в определенном формате нам выгрузить эту информацию, чтобы мы отправили Сбербанку. Вот тогда я предлагаю вам индивидуально завтра подойти ко мне. Не завтра, не в субботу, конечно, в понедельник подойдите, мы с вами посмотрим. Реал Люкс отправит нам в определенном формате вот эти ваши начисления, и мы отправим в Сбербанк. Тогда Сбербанк будет видеть, и вы сможете спокойно вносить платежи. В индивидуальном порядке еще решите вопрос. Но... Комиссию брать не будут. Сказали же, что Сбербанк не будут брать. Вы смотрите, вы же сегодня говорите, вы даже оплатить не можете. Вы принесите, пожалуйста, эту квитанцию, мы заставим вернуть. Мы заставим вернуть. Пожалуйста, вот вы долго ждали. Вопрос, да, задавайте. Дом кооперативный. 32 года тому назад мы, значит, сами строили дом. Да, сами строили. Теперь каждый месяц мы платим за ремонт 209 рублей с трехкомнатной квартиры. Давно мы не ремонтируем. Мы очень аккуратно живем. Очень хорошо, у нас все нормально. Теперь раз. Митинг КПРФ, там справедливую Россию организовали, там средний митинг был, не платить. Потом послали Медведеву послали. А там последняя информация. Отложить до 2020 года этот вопрос, капремонт. Корректировать надо в Госдуме в Москве, в Госдуме России. Там написано. Как теперь пенсионеры, я аккуратно получаю, там последняя информация. До 2020 года, 2020 года отложить, корректировать надо это. Там очень много... Мы вас поняли, мы вас поняли. Да. Можно ответить на вопрос? Меня послали народу там из нашего дома. Перебор, не езжайте, не знаете как. Никто не хочет платить. Я тоже не плачу. Я декабрь, январь, февраль, март не плачу. Пускай идут квитанции. Можно ответить на вопрос? Потому что ясности нету. Нет, все вот так. Люди мучаются, все потеряли. Даже нет вопроса. Нет ясности. Вот сколько говорили. Да, пришло надо сказать, да? Нет, надо показать, да? Можно ответить на ваш вопрос? Мы вас поняли. Так, отвечаем на ваш вопрос, времени не теряем. Отвечаем на ваш вопрос. Взносы на капитальный ремонт предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации. Внесли бы изменения, вы прекрасно знаете. Это обязательный платеж. Обязательный платеж. Мы не можем его по выбору платить, не платить. Вот. А то, что говорят в средствах массовой информации, на митингах различных, да, от КПРФ вы сказали, от «Справедливой России», в газетах пишут, что якобы можно не платить взнос на капитальный ремонт. Нет, законом предусмотрено, что должны платить. Это наша обязанность платить взнос на капитальный ремонт. Это законодатель принял, и мы должны исполнять законодательство, понимаете? И пока никаких изменений в Жилищном кодексе нет. Пока этих изменений нет, понимаете, в Жилищном кодексе. И поэтому мы не можем вас призывать не платить взнос на капремонт. Значит, наверняка многих заинтересует, что будет, если вы не будете платить взнос на капремонт. Вот. Я думаю, что Олимпиада Ивановна более подробно сейчас скажет об этом, что все-таки есть предусмотренные пени различные, да? Скажите. Взносы за капремонт входят в платежи за жилищные услуги. Вы как вот обозначили, да, у нас 3 вида услуг. Это найм жилья, это жилищные услуги, коммунальные услуги. Капремонт входит в жилищные услуги.
Так что, как вот уже обозначили, что это обязательные платежи. По условиям законодательства мы все, значит, платежи должны за жилищно-коммунальные услуги производить до 10 числа следующего за отчетным. Это по условиям законодательства. Если вы примете, соответственно, после 10 числа мы имеем право уже начислять пени, даже обязаны. Но мы сейчас пени не начисляем. И пока в ближайшее время это даже не планируем. Но единственное, мы ждем от вас, собственников помещений, предложения, с какого числа пени начислять по вашему дому. С 20-го, с 25-го. Потому что за жилищно-коммунальные услуги вот, управляющая компания, начисляя, должникам начисляют после 20 числа. Совсем не начислять пени мы тоже со временем не сможем, потому что фактически одни будут постоянно не платить, одни будут платить. Дом будем ремонтировать только за счет одних собственников, а другие будут у нас иждивенцами. Такого не должно быть. Конечно же, мы будем работать и с должниками в установленном законом порядке. Требования те же самые, как за жилищно-коммунальные услуги. Да. Ну и тоже сейчас, наверное, вот продолжим просто мысль в отношении неплательщиков. В отношении неплательщиков фонд капремонта по тем домам, которые в общем котле, я буду проще выражаться, имеет право обращаться в суды, в том числе взыскивать сумму задолженности, а также сумму пений. Вот поэтому вы это имейте в виду, пожалуйста. Мы, прокуратура, надзор за гражданами не осуществляем, мы не будем следить, платите вы, не платите, но мы будем смотреть, как фонд капремонта свои обязанности тоже выполняет в этой части. Поэтому имейте в виду, пожалуйста, что это мы лишь исполняем законы, мы их не принимаем. Поэтому раз законом предусмотрено, мы обязаны его исполнять. Дом по улице Маршака, дом номер 14, запланирован на капитальный ремонт на часть работ на 2015 год. Когда вот это будет начинаться, и еще у меня вопрос. На собрании жильцов, так как дому 50 и наша система теплоснабжения дышит на ладан, мы просто каждую осень боимся, нам тепло не включат, потому что система отопления в безобразном состоянии. Так вот, мы на собрании жильцов решили, что в 2015 году нам нужно, заменить систему теплоснабжения, провести работы на системе теплоснабжения. Отправили письмо, решение собрания в 3 инстанции, вам, Олимпиада Ивановна, дальше в Министерство строительства и в жилищную инспекцию. Значит, последнее письмо мы получили от жилищной инспекции, которая нам отвечает, что вашу просьбу мы отправили в Чебоксарскую, в администрацию города Чебоксара, вопрос этот будет решаться там. Так вот, вы сейчас говорите, нужно на замену работы обращаться туда. Нам сейчас нужно обращаться еще, если жилищная инспекция отправила письмо туда. Повторно вам нет необходимости обращаться, потому что если вы к нам тоже обратились, мы тоже отправляем, мы берем на учет, на контроль и отправляем также в администрации муниципальных образований. Да? Получается, смотрите, в эти комиссии входит представитель государственной жилищной инспекции и в обязательном порядке наш представитель фонда. То есть, если у вас протокольное решение собственников есть о замене вида работ, например, в программе, да, например, вместо, к примеру, я говорю, канализации выполнить систему отопления, соответственно, конечно же, выйдут, посмотрят, и если требуется действительно в первую очередь выполнить систему отопления, эти работы и предусмотрят. Вот, в данном случае вместо газовых труб. Представитель Альфы был, представитель компании нашей управляющей сказал, да вы что, это тоже очень опасная сфера газоснабжения, мы это прекрасно понимаем, замену делать не будем, давайте мы будем выходить дополнительно с просьбой вот по этому вопросу, мы так и сделали. Все, ваши бумаги однозначно там находятся, в администрации города Чебоксары, и в ближайшее время они рассмотрят. На сегодняшний день краткосрочный план по 2015 году еще не принят. Как раз они формируют вот эти комиссии, о которых я говорила. Посмотрите, вы в нашем доме были, вы сами лично сказали, что это дом прошлый век. Все правильно, это прошлый век, 51 год дому. И если трубы, которые идут в земле, 51 год не ремонтированы... Вас услышали. Вас услышали. Так, давайте
Это очень частный вопрос сейчас пошли, по конкретным домам. Вы Можно? конкретные общие вопросы именно по законодательству о капремонте. Смотрите, вот в продолжение этих вопросов в газете «Пенсионер Чуваши» было написано, что взносы о капитальном ремонте внесен в Государственную Думу, предстоит до 1 января 2020-го. Рассмотрел Государственную Думу, нет? Нет. Второй вопрос. Да, они говорят, рассмотрел или не рассмотрел? Говорите тогда сами. В данном случае никаких законов не принято. Также внесен законопроект о том, что пенсионеры на 50% имеют скидку при оплате фондов капитального ремонта. Тоже внесен такой законопроект. Знаете, то, что вы говорите, это проекты. Законопроекты, это не значит, что они приняты. На сегодняшний день эти законопроекты не приняты. В форме законов они в данном случае не действуют. У меня вот такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили собственники, да? Вот я собственник своей квартиры, у меня есть документ, что свидетельствует, что я собственник этого, своей квартиры. Но никакого документа у нас нет, что мы собственники домового имущества. Почему мы капремонт должны оплачивать это? На каком основании? В силу закона я отвечу на ваш вопрос. Кстати, вы можете и право собственности оформить на общедомовое имущество. Свою долю можете оформить при желании. Есть такая возможность через регистрационные органы. Но в силу закона, в силу прямого закона, в жилищном кодексе есть такая норма, согласно которому собственникам помещений многоквартирного жилого дома принадлежит право собственности на общедомовое имущество, то есть лестницы, чердаки, подвалы, то есть пропорционально занимаемому помещению. Не только в жилом помещении, но и нежилом помещении, тут как и жилые, так и нежилые имеется в виду. В силу прямого указания закона. В 2009 году был капремонт на 11 миллионов. Вот мы до сих пор никак не можем выяснить, потому что капремонт мы не видели, куда ушли эти деньги. Вот за 30 лет мы найдем свои деньги? В отношении накопления средств в сформированном фонде капитального ремонта я вам обозначила, что они хранятся в казначействе, и бюджет республики несет субсидиарную ответственность. Но если вы хотите уйти с общего котла, так скажем, на специальный счет, вы можете принять протокольное решение и представить к исполнению. И можете открыть в любой кредитной организации, которая вам предложит большие проценты. Эльза Анатольевна, ответьте, пожалуйста, по договору. У меня тут присутствует в зале начальник юридического отдела, который непосредственно курирует вопросы заключения договоров. Сейчас. Микрофон дайте, пожалуйста. Сейчас, секундочку, ответьте на этот вопрос сначала представителю фонда капремонта, а потом дальше. Если вы внимательно читали, в договоре есть такое условие, что все убытки, которые были причинены, они возмещаются. И, как уже пояснял генеральный директор, возмещаются в том числе за счет республиканского бюджета, который несет субсидиарную ответственность. Но возмещаются они только в размере уплаченных вами взносов. Вы неправильно прочитали. Там есть раздел, где сказано, что причиненные собственникам убытки возмещаются в размере взносов, внесенных ими. На этот вопрос мы ответили. Все, у нас заканчивается время. Последний вопрос касательно взносов от капитального ремонта. Последний вопрос. Два небольших вопроса. Это к жилинспекции и лично к вам. Подожди секундочку. По капремонту у кого есть вопрос есть? Там не общий. По капремонту есть вопросы еще? По капремонту есть вопросы? Там ремонт и текущий ремонт и содержание. Хорошо.
У нас осталось 5 минут. В общем, это как Сдавайся. жилинспекции. Я написал заявление, то что она... Частные вопросы не надо. Общего характера. Пожалуйста, общего характера вопросы. Да, слушаем. И к прокурорам, и в последнюю очередь, наверное, к Олимпиаде Ивановне. Так, дорогие мои, установлен федеральный стандарт на оплату ремонта. Это приказ, постановление правительства, подписанное Медведевым. Есть 146-е. На основании этого правительство Чувашской республики приняло постановление 513 и повторило федеральные стандарты. 2014 год 5.20, 15 5.50 и так далее. Но, товарищи дорогие, теперь же вышло новое постановление правительства. Оно для вас указ или нет? Постановление 1464 от 24 декабря 2014 года, в котором изменены для Чуваши федеральные стандарты оплаты капремонта в сторону уменьшения. Там идет 14 год 5 рублей с квадратного метра, 15 5.20 и 5.50 на 16 год. Минстрой сказал, мы работаем по правительственному 513-му. Так, простите, товарищи, кто выше, Минстрой Чувашии или Минстрой, или правительство Российской Федерации? Вы собираетесь исполнять постановление правительства Российской Федерации 1464? Он рекомендует федеральный стандарт. Федеральный стандарт на сегодняшний день для нашего региона, он рекомендован. То есть также дано право региональному уровню власти самостоятельно устанавливать минимальный размер взноса. И вы думаете, что минимальный размер взноса у нас просто взят с федерального стандарта нерасчетным путем? Нет. Центр ценообразования первично выполнил все расчеты для того, чтобы последовательно утвердить. После этого и утвердили, согласно которому 5 рублей 20 копеек за прошлый год, 5 рублей 50 копеек на этот год и на следующий 5 рублей 80 копеек. А федеральный стандарт, который он рекомендованный, то есть для того, чтобы регионы приблизительно могли ориентироваться на эти размеры. Хорошо, тогда почему вы не ориентируетесь? И простите меня, ну кто может поверить, что вы копейку рассчитали и уложились в прежние стандарты, а теперь не можете уложиться в новые? Это же Медведев, они же тоже не с потолка брали, они же тоже рассчитывали. И именно для Чувашии 14 год 5, потом 5.20 и все остальное. Они же не с потолка взяли. Вы посчитали, а они не считали. Ну что, кому должны больше верить? Я думаю, Минстрой Чувашии этот вопрос рассмотрел вместе с Центром ценообразования. На сегодняшний день фактически затраты капитального ремонта на 1 квадратный метр в среднем выходят до 13 рублей. И все зависит от возможностей бюджета. Нести... Мы заканчиваем мероприятие. У нас закончилось время. Вот. Извините, но... Время, отведенное на это мероприятие, у нас закончилось. Вот, вы всегда можете обратиться дополнительно к нам, в наши органы. Управление по надзору за соблюдением федерального законодательства принимает по четвергам с 9 до часу. Я принимаю по четвергам с 4 до 6 часов. Прокуратура Республики Карла Маркса, 48. Пожалуйста. Все. Спасибо. У нас нет времени. Мы 2 часа потеряли. Все.